Добрый день! В эфире «Молодежные дебаты». Тема сегодняшней программы – роль музыки в эстетической жизни молодежи. Дебаты проведу я, Елена Янак. Хочу представить гостей сегодняшней нашей студии. Илья Драганов, артист ансамбля «Дюзова», Евгений Юсюмбели, артист ансамбля «Родолюбие», Марьяна Букажи, выпускница колледжа имени Чекера, и Анастасия Кирилловская, бывшая вокалистка группы «Хаймам». Также хочу представить вам сегодняшнего нашего эксперта Олеся Барладян, руководитель детского вокального коллектива Voice Show Studio. Добро пожаловать к нам в студию. Напомню нашим телезрителям, что тема сегодняшних дебатов – роль музыки в эстетической жизни молодежи. Сегодня мы хотим поговорить о музыкальной культуре Гагаузии. Насколько возможно реализовать себя как музыкант и насколько важна музыка в жизни молодежи. Перед дискуссией мы сначала посмотрим репортаж, позже вернемся к общению. Музыка является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Ее развитие в Гагаузии происходит благодаря музыкантам, которые для того, чтобы стать профессионалами в своем деле, заканчивают специальные заведения. Также благодаря различным мероприятиям и конкурсам, которые организовываются Управлением культуры. О важности данного направления искусства рассказали местные музыканты и граждане. Учитывая, что музыка – это одна из основных частей эстетического, культурного развития любого человека, мне кажется, что она на одном из первых мест, потому что благодаря музыке люди входят в определенного рода состояние, где позитивные, где негативные, которые влияют на их развитие. Я считаю, что музыка в жизни человека играет очень большую роль, потому что если тебе, например, плохо, ты можешь включить музыку, и она тебя как-то повеселит, или наоборот. Музыка – это важнейший фактор в жизни человека. Я бы сказал, что музыка – это жизнь. Несмотря на важность музыки в культурном плане, уровень ее в Гагаузии невысок. Поэтому возможности проявить себя как музыкант и развиваться в ней нет. Эта мысль следует из слов музыкантов и граждан. Для меня музыка значит очень многое, и мне жаль, что в Гагаузии, вообще в нашей стране она не очень развита, и люди моего возраста, да и вообще все, кто хотят связать свою жизнь с музыкой, не могут самореализоваться у нас в стране. Мне кажется, что перспектив у начинающих музыкантов в принципе нулевой. У нас нет таких возможностей у молодых людей самореализоваться именно в плане музыки. У нас нет студий, у нас нет компаний, у нас нет таких режиссеров, которые будут продвигать, или композитор, который будет поднимать человека на пьедестал этот музыкальный. У нас нет уровня, и, к сожалению, скорее всего, и денег тоже нет на это развитие молодежи. Я думаю, что у музыкантов возможности самим развиваться есть, но у нас нету в Гагаузии ни нормальных студий, ни курсов по развитию музыки, например, по сведению треков, по написанию самих инструменталов. У нас этого всего нету. Поэтому у нас находится это на среднем уровне развития. Также, по их словам, в Гагаузии этим делом заниматься неприбыльно. Я думаю, что у нас это как-то не поддерживается, что ли, материально. И просто музыканты не видят смысла заниматься именно у нас в Молдове, потому что здесь невозможно заработать много денег на музыке. И поэтому они выбирают какие-то другие профессии, даже если музыка для них это просто как часть их души. В нашем мире в любом случае денежный эквивалент – это энергия, которая позволяет дать возможность реализовать себя. Неважно, это музыка или это еще что-то, что-либо. Так что так сужать именно в Гагаузии, как я не буду говорить, так и в Гагаузии. То же самое, включая Гагаузию, могу сказать, что здесь зависит только все от силы самого человека, от силы самого существа. И эти максималистические или, не знаю, эгоистические моменты, когда я очень талантливый, вы мне все должны, я считаю, что это бред и идиотизм. Трудолюбие – это самое главное. Для того, чтобы развить музыкальный уровень, одного образования недостаточно. Для этого необходимы средства, желания и возможности, которые должны обеспечиваться Управлением культуры. На данный момент в Гагаузии работает всего 4 музыкальные школы с сельскими филиалами. Также есть возможность получить музыкальные специальности в колледже имени Михаила Чекира и Камрадском государственном университете.
Ребята высказали в репортаже свое мнение, что музыка в их жизни играет большую роль. И многие родители отдают своих детей для того, чтобы они всесторонне развивались. Какую же роль играет в вашей жизни музыка? Анастасия. Мой музыкальный путь начинался с моей мамы. Еще с самого детства она включала мне разные песни, и мы пели вместе. И могу сказать, что вот именно это и зародило желание стать певицей во мне. Музыка — это определенная часть моей жизни, без которой я просто не представляю свое будущее. Спасибо. Марианна, с чего ваша музыкальная карьера начиналась и почему вы остались в музыке? Видите ли вы дальнейшее свое развитие в ней? Почему вам музыка важна для вас? Любовь к музыке мне привили еще с самого детства. Изначально это было еще до школы, затем я пошла в музыкальную школу, и я поняла, что заниматься музыкой — это настолько интересно и увлекательно, и ты это сначала не понимаешь, это приходит с возрастом, и сейчас для меня музыка — одна из главных частей моей жизни. Спасибо большое. Евгений, как вы считаете, насколько важен творческий процесс в развитии молодежи? Вы педагог, как вы свою молодежь направляете, чтобы они развивались в музыкальном плане и не только вот в эстетической жизни? Ну, естественно, я думаю, что творческий процесс очень важен в жизни каждого человека, в частности, в жизни молодежи особенно, поскольку молодежный возраст — это именно тот возраст, когда происходит формирование личности. И в это время подростки открывают для себя очень много нового, происходит выбор профессии, может быть, ребята получают образование. И это те вещи, я бы сказал, даже базовые вещи, которые позволят в дальнейшем раскрыть свой потенциал ребятам и реализоваться в дальнейшем жизни. Кто вас направил? Вы сами в музыку решили войти или вас кто-то направлял, чтобы вы как-то разносторонне развивались? Ну, в плане музыки в моей семье играющий у нас был отец. Он самоучка, как говорится, он на аккордеоне играл, и я с раннего детства видел этот инструмент, я слышал звуки аккордеона, и мне очень это понравилось, я полюбил музыку, и в дальнейшем я, естественно, пошел в музыкальную школу, в дальнейшем колледж, университет и так далее. Илья, вот обычно играют в школу, отдают на фортепиано, на аккордеон, а вот у вас такой инструмент необычный — гайда. Почему вы выбрали именно этот инструмент и как вообще музыка играет, какую роль в вашей жизни? В моей жизни музыка играет, несомненно, очень важную роль, потому что на сегодняшний день это мой заработок, мой хлеб. Насчет гайды, почему именно гайда? Потому что я сам родом из болгарского села Твардица, и с детства я слышал звуки гайды и вживую, и, естественно, на записях. И, наверное, ухо мое привыкло к этому инструменту, привило любовь к нему. Но я хочу сказать, что музыкой я не с самого детства начал заниматься, с 14 лет. И уже Озарение такое, по да? ходу дела, втянулся, скажем так. А почему, насколько развита гайда, вот этот инструмент, именно в народной гагаузской музыке? В болгарской, да, очень развита гайда, в гагаузской очень мало, и вот последние лет 6 я этим занимаюсь. Все началось с ансамбля «Дюзова». Во-первых, это, естественно, пропаганда идет через ансамбль. Вы играете соло, дает вам возможность? Соло отдельно как инструмент и соло в оркестровых партиях. Но кроме дюзовы еще и у нас отдельный, скажем так, самодеятельный ансамбль «Кардашлар». И вот там тоже пропаганда идет. И учитывая сегодняшний день, тенденции, то пропаганда идет еще и через соцсети. То есть снимаю короткие видео и выкладываю. Это актуально, как раз молодежь сидит в соцсетях. С какими проблемами вы сталкиваетесь? Я не думаю, что гайда у нас была сильно распространена. Вот вы, может, даже если не первый представитель, то не знаю. Какими проблемами вы сталкиваетесь? Я хочу отметить, что в Гагаузии я не первый. Почему? Потому что первый — это все-таки всем известный Петр Петкович.
Он первый заиграл на гайде, но дело в том, что он самоучка, он талантливый, он играет на многих духовых инструментах, на чертмен, на гайде. Но Вы это вовлекаете как на профессиональном уровне, то есть Да. вы преподаете гайду в школах, да? это уже на Насколько есть профессиональном спрос? Спрос, пока что на данный момент у меня один ученик по гайде. Надеюсь очень, что станет популярным этот инструмент. И в этом и заключается проблема, что непопулярные инструменты, не все, как минимум, не знают, как называется инструмент. Ну, интересное название, думаю, быстро запоминается. Девочки, хотела у вас спросить, Марьяна, вот вы заканчивали, в этом году вы закончили колледж по специальности академический вокал, да? Как вы считаете, вот насколько сложно реализовать себя как вокалист в Гагаузии? По этой специальности академический вокал в Гагаузии можно получить образование в колледже и в университете, но реализовать себя как солиста академического вокала, к сожалению, пока негде именно в Гагаузии. Чтобы развиваться как-то дальше, получить какой-то карьерный рост, надо обязательно выйти в столицу или, в лучшем случае, если есть возможность, уехать за рубеж. А вообще какие возможности есть для вокалистов? Какие-то конкурсы? Вы в рамках колледжа наверняка где-то участвуете, выступаете. Как вы развиваете вот этот академический вокал? Конечно, в колледж за время обучения проходят классические вечера, посвященные классической музыке, где мы поем и арии, и романсы. Но в основном конкурсы, которые проходят вне колледжа, вне учебных заведениях, проводятся на эстрадном уровне и народном. А сложно ли найти работу как по специальности? Как вы думаете, где можно себя в Гагаузии реализовать как вокалист? Академический именно вокал, не эстрадный, как обычно вот у нас принято на сцене, выступаешь какую-то песню. Это все-таки, ладно, в Кишиневе есть у нас филармонии, органные залы. А здесь какая есть возможность, какая перспектива есть, как думаете? Конечно, у нас вокалисты востребованы, у нас, ну, конечно, это народные ансамбли, у нас в театре нужны вокалисты, но это не академический вокал. Как академический вокалист можно давать частные уроки, но все сходится к тому, что у нас молодежь, у них больше востребован эстрадный вокал, и их очень мало тянет к академическому вокалу. Как вы думаете, есть возможность не так развивать, чтобы заинтересовать молодежь заниматься академическим вокалом? Как вы заинтересовались? Почему именно академический вокал? Кто вас заинтересовал? Или это ваша потребность была обучаться? Академический вокал — это очень развивает голосовые связки, это ставит речевой аппарат, это очень полезно вообще для организма заниматься академическим вокалом. Изначально я это понимала и не стала сдвигать себя в какой-то другой уровень, потому что это действительно полезно и это необходимо. Вот у нас в основном развита больше народная музыка, а как классическая музыка? Насколько развита и как молодежь относится к классической музыке? Лично я считаю, что современная молодежь к классической музыке относится не так уж и плохо, потому что периодически они могут ее слушать, но пошла такая тенденция обрабатывать классические музыки, делать аранжировки, ускорять темп, добавлять басы, и это для них воспринимается легче, потому что на данный момент это актуально. И они могут использовать академический вокал, когда комбинируют рок-вокал с академическим, такое тоже слышала, или используют какие-то отрывки классических произведений в рэпах или как минус для речитативов. А какие у вас есть планы на будущее? Хотите ли вы дальше развиваться, или вы хотите, получили диплом и все, хватит? Решили, что с меня хватит заниматься музыкой? Для меня музыка, конечно, это останется как часть жизни моей, и для меня это больше как хобби, чем как реализация себя в профессиональной сфере. Хотите поменять профессию, да? Да. И на какую профессию? На данный момент меня больше тянет к языкам. Языки, да? Тоже хорошая профессия. Анастасия, вы высказались в репортаже, что сложно реализовать себя как музыкант. И многие музыканты заканчивают колледжи, музыкальные школы и меняют профессию почему-то. Значит, есть какая-то причина. Как вы считаете, аргументируйте свой ответ, почему вы так считаете? Почему сложно реализовать себя? Потому что нет перспектив. Угу. Я считаю, что за каждую работу, каждая работа должна хорошо оплачиваться, так как в Гагаузии
работа музыкантов не очень хорошо оплачивается, разве что на свадьбах. И то я считаю, что это немножко не тот уровень. Поэтому музыканты считают, что нет перспектив развития здесь. Вот вы говорили ранее в разговоре, что в интернете у вас как-то вы считаете, что есть лучшая возможность заработать как-то на музыке, кидая свои какие-то видео там в YouTube. Я не знаю, каким образом в интернете можно больше заработать, чем вот так. В интернете легче быстро стать популярным и потом на этом зарабатывать деньги. Каким образом, скажите нам, посоветуйте. Я раньше этим немного интересовалась. Допустим, в Инстаграме, в Ютубе есть хэштеги, и в Фейсбуке тоже. Вот по хэштегам можно с любого конца планеты тебя могут найти люди и посмотреть твое видео, там, фотографии, твои истории какие-то. То есть намного легче стать популярным и чего-то добиться, чем без интернета. Ребята, вот вы сказали, мысль такая, что нет перспектив в развитии. Как вы считаете, что нужно решить, чтобы были перспективы? Что нужно для этого сделать в развитии, чтобы зарабатывать деньги, как-то реализовать себя? Вот что нужно, что необходимо, чего не хватает нам, кроме денег? Я думаю, что, во-первых, воспитать сам народ к академической, классической и даже то же самое, да, то есть перевоспитать точнее, потому что на сегодняшний день народом больше воспринимается эстрадная музыка, естественно, у молодежи рок, рэп и так далее. Что касается народной музыки, могу сказать, что в Гагаузии очень народная музыка отсталая, в каком плане, что вот я всегда беру в пример два государства, Турция и Болгария. В этих двух странах каждый второй играет на народных инструментах. Гайда это или кавал, или турецкий саз, уд или канун. Каждый второй играет на вот этих инструментах. Там народная музыка это в принципе отдельный жанр музыки, но это воспринимается уже на более профессиональном уровне, не как в Гагаузии. Я считаю, что... Говорят, каждая нация должна иметь культуру и именно музыку. Говорят, что Гагаузия не имеет свою музыку. Вот я слышала такое высказывание, что нету национальной, это все смешанное, откуда-то там взяли с болгарской, с турецкой. Вы согласны с этим или все-таки есть гагаузская музыка? Можно продолжить? Я считаю, что в любом случае в любой музыке есть смесь. Почему? Потому что даже на сегодняшний день вроде вот я как сам болгарин и больше на болгарской музыке воспитан. Вроде болгарская музыка, вот все ее узнают, но опять же, во-первых, если коснуться истории, за 5 веков османского присутствия, в любом случае там ассимиляция какая-то была. Это первое. Второе, гагаузы на Буджаке уже около 200-250 лет, плюс-минус. На сегодняшний день в гагаузской музыке... То есть нету чистой гагаузской музыки, да? Есть, вот я не закончил. Опять же, вот эта смесь с болгарским, болгарская, но буджакская болгарская, и молдавская, где-то и румынская, то есть смесь опять же идет. А насчет именно гагаузской музыки я считаю, что именно традиционная гагаузская музыка — это песни, старые песни бабушек. Вот это Евгений, вот вы тоже в Дюзове. Как вы, вот, когда Дюзова выезжает в какие-то страны, представляет, вот мы гагаузы, у нас вы играете гагаузскую музыку. Вы согласны с тем, что вот говорят, что нету чистой гагаузской музыки, она смешанная? Вообще, какое ваше видение? Что вы играете, какую музыку в Дюзове? Я соглашусь здесь с Ильей, что гагаузская музыка, она сохранена в каких-то старинных песнях. Вот есть отдельные мотивы какие-то, но как таковая она не развитая. Она в зачаточном таком варианте. То есть у нас еще одна проблема, нужно больше развивать. То есть не слабо развита народная гагаузская музыка, получается, да? Да.
Такая проблема. Хорошая есть. проблема. Это были мнения участников, мы позже вернемся к ним. Сейчас хотелось бы узнать мнение эксперта. Приглашаю Олесю Барладян. Напомню, что в студии Олеся Барладян, руководитель детского вокального коллектива Voice Show Studio. Расскажите о своем опыте, как вы видите развитие музыкальной культуры у нас в Гагаузии, какие есть перспективы у молодежи? Ну, наверное, мы начнем с того, что значит музыка для нашей молодежи. Да? В принципе, в обществе музыка играет очень далеко не последнюю роль, и воспитание молодежи в музыке, на мой взгляд, должно быть обязательно, потому что дает возможность развития молодежи как человека, как личности, его эстетического воспитания дает. И, в принципе, когда ребенок воспитывается в музыке, он в жизнь выходит совершенно другим человеком. Он смотрит на мир по-другому. Может быть, не мыслит не совсем категориями какими-то хорошо-плохо, вот только мне надо и все. Да? Все-таки в человеке воспитывается какое-то желание, с одной стороны, желание помогать людям, с другой стороны, он, когда находится в музыке, он воспринимает все по-другому, он становится добрее, он становится более не знаю, Вы наверное, это из опыта как преподаватель, да? Откликается на какие-то жизненные ситуации других людей. То есть сразу видно, когда ребенок в музыкальном плане, он как-то отличается, да? Как-то... Вам скажу так, те дети, которые прошли музыкальное образование, они кардинально отличаются от тех детей, которые музыкального образования, к сожалению, не имеют. Потому что начнем, наверное, даже не с музыкальной школы, а с детского сада. Если в детском саду есть занятия музыкой, они только приучаются, они понимают, что такое есть. Когда ребенок идет в музыкальную школу, ему прививается, помимо любви к музыке, ему прививается, не знаю, вот он вообще по-другому смотрит на вещи. Он начинает играть на музыкальных инструментах, через восприятие музыки, Тактильное, да. Тактильное восприятие, совершенно верно. При тактильном восприятии инструмента, прикосновения к инструменту, он... Не зря говорят, музыканты двумя руками и оба полушария работают, это все равно креативное мышление. Верно. Там не только оба полушария работают, там работает абсолютно весь организм до кончика волос. Ребенок заканчивает музыкальную школу, если он имеет желание, он идет дальше. Мы говорим уже непосредственно о молодежи, которая хочет дальше развиваться в музыке. Если она понимает, что это ей надо, она идет дальше. Соответственно, после колледжа, высшее учебное заведение, это на тот момент, когда человек уже реально понимает, что ему на самом деле музыки не хватает в жизни, и он хочет сделать ее своей профессией, он хочет сделать смыслом своей жизни. Что касается музыки у нас в Гагаузии, развития музыки в Гагаузии, мне очень приятно, что на сегодняшний день, учитывая то, что мы живем в Гагаузии, уделяется внимание именно народной музыке. Скажу, что я немножко все-таки к другому отношусь хорошо, положительно к другому стилю музыки, да, не к народному. Но я прекрасно понимаю, что та же эстрада, она развилась в синтезе между народной и академической музыкой. Поэтому она может быть тоже абсолютно разная, и она имеет место быть. Очень приятно то, что развивается помимо народной музыки, развивается академическое пение у нас в Гагаузии, и это есть. И хорошо, что у нас есть это, потому что мировая практика должна быть и у нас. Мировые какие-то стандарты, когда мы знаем это, когда мы умеем это применять, и мы это изучаем, это очень здорово, это хорошо. Мы не закрываемся от всего мира, мы имеем возможность общаться и понимать музыкальную культуру других стран. И это здорово. Вот вы лично тоже вносите большой вклад в развитие музыкальной культуры. Вы создали детский коллектив. Вот что вы делаете для того, чтобы развивать? Насколько это сложно? Где вы участвуете? Есть ли поддержка? Хороший вопрос. Есть ли поддержка? Какую именно поддержку вы имеете в виду? Какая-то. Любая поддержка, она всегда поддержка. Это хорошо. Например, тоже помочь выступить где-то с ребятами, дать там помещение, где можно заниматься. Ну, смотрите, если мы берем мой коллектив,
Были собраны дети, которые горят этим, которые болеют этим, которые хотят выступать, которые хотят себя реализовать, что-то принести, ну, наверное, может быть, громко сказано, но все равно в культуру, нашу культуру, в гагаузскую культуру. Есть дети, которые не хотят петь гагаузскую музыку. Им больше нравится западное направление. Есть, которые, наоборот, тяготеют к народному. Во всяком случае, у нас в коллективе мы постарались все это соединить. Насколько получилось, конечно, судить все-таки не нам, но мы постарались все это соединить так, чтобы это было интересно всем. И тем, кто любит народную, чтобы имели возможность послушать, и тем, кто любит зарубежную музыку, тоже не обидеть никого. Но что касается западной музыки, наверное, все-таки молодежь тяготеет туда больше. А где вы выступаете, ваш коллектив? До данного периода мы имели возможность, мы выступали в основном здесь, в Камрате, мы выступали по селам, ездили, нас приглашают на какие-то мероприятия, но опять-таки это только в принципе в плане по Гагаузии. Мы выезжали в Кишинев, в Молдове, на конкурс выезжали в октябре, и опять-таки, учитывая то, что, наверное, мы были не такие, как все, нас заметили. И в категории ансамбля мы привезли первое место с Кишинева, с конкурса. Опять-таки, наверное, возвращаясь к тому, что обратили внимание на то, что мы не такие. Мы не пели, как все, мы пели западную музыку. Нет, у нас есть свое. То свое, которое мы показали. И это дало свои результаты. А по поводу развития музыки в Гагаузии, по поводу личностного развития, профессионального развития, здорово, что мы имеем возможность получить музыкальное образование, но, к сожалению, в принципе, и Гагаузия, и Молдова в целом страна, как сказала моя коллега, Молдова – это страна свадеб. Это, наверное, то место, где музыканты сегодня имеют возможность реализовать себя вот именно в этом понимании. Потому что говорить об профессиональном, допустим, я коснусь, наверное, вокального жанра, о профессиональном исполнении, ну, мягко говоря, можно и нужно еще очень и очень и очень долго работать над этим. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы возвращаемся к нашим участникам. Говорили сегодня в программе о том, что мало возможностей у нас в Гагаузии развиваться, но наверняка не все так плохо. Давайте найдем плюсы. Какие плюсы в развитии, есть ли возможности у молодежи заниматься музыкой? Евгений. Ну, я думаю, естественно, я бы вообще ответил такой фразой: тот, кто хочет, он всегда находит, ищет возможности. А тот, кто не хочет, он всегда ищет какие-то оправдания. Вот. И я думаю, что у нас на сегодняшний день неплохие перспективы. Например, есть возможность получить начальное музыкальное образование, музыкальные школы есть по Гагаузии, есть колледж, среднее образование, также есть университет высшее, и также есть магистратура. Это немаловажно, то есть это позволяет полноценно взять музыкальное образование, получить музыкальное образование. А есть ли карьерный рост, я думаю, вот, именно народную музыку, как композитор сочинять народную музыку? Что вообще в этой области у нас есть? Или вот вы ее, по-моему, сочиняете, нет? Да, были большие наработки. Какие у вас есть возможности, какие плюсы есть? Ну, плюсы в том, что развивается сам жанр народной музыки, не сидит на месте. Вот хочу сказать насчет... Вот люди говорили, что нет у нас ни студий, ни продюсеров, композиторов, которые развивают. Почему же есть? Значит, вы не согласны или согласны с тем, что нет у нас? Есть студии. Есть студии. Одна из студий — это региональная студия звукозаписи в городе Чедрлунга. Это первая. И еще есть одна студия в городе Камрате, но она не совсем, как бы, если так можно выразиться, частная. Это у Виталия Манги. Это частная студия. Да. А вот, например, вы хотите записать свою программу «Хай, мам». Какие у нас студии есть? Хотели бы вдруг. Какие у нас есть студии государственные, куда можно прийти, там записаться хочу? Вот это что? Это есть? Это плюс? Есть у нас в этом или нет? Ну да, это действительно только разве что в частной студии за свои деньги. Как бы, если хочешь
качество, тогда нужно платить деньги. А некачественно, конечно, не очень хочется. То есть плюсы все-таки есть. В студии есть частные, но плюсы для частных. Виталий Манжул в своем интервью сказал, что я не жду, вот я сам хочу. Вот как вы считаете, это правильная позиция? Это очень даже правильная позиция, поскольку если творческий человек, он сам по себе не должен прямо вот так на 100% зависит от каких-то внешних факторов. Например, были художники, которые во военное время, они в куда более гораздо худших условиях все равно продолжали рисовать, писать свои картины и так далее. То есть творчество, оно само по себе не должно зависеть на все 100% от внешних факторов. Это с одной стороны. С другой стороны, если у человека есть внутри какой-то потенциал, если у него есть что сказать этому миру, то он не должен ждать, пока кто-то для него что-то приготовит, то есть готово. То есть он не должен ждать готовенькое. Необходимо самому действовать и проявлять себя. Хорошо, спасибо. Это были мнения наших участников. Напомню, что у нас в студии были Илья Драганов, артист народного ансамбля «Дюз Ава», Евгений Юсюмпели, артист ансамбля «Родолюбие», Марьяна Бакажи, выпускница колледжа имени Михаила Чекера, и Анастасия Кирилловская, бывшая вокалистка группы «Хай Мам», и также наш эксперт Олеся Барладян, руководитель детского вокального коллектива Voice Show Studio. Это были дебаты. Тема, напомню вам, роль музыки в эстетической жизни молодежи. Дебаты провела Елена Янак. До скорой встречи в эфире.